В эфире новости на телеканале «Якутия-24». В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Болезненная эпоха. В стране продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Узаконить давно минувшие дни. В Якутии хотят легализовать добычу мамонтовой фауны. Весело и громко. В Усть-Нере прошел квест-игра для детей с ограниченными возможностями здоровья. В республике открыли обсерватор для лиц, у которых выявили новый штамм коронавируса омикрон. Напомним, 13 декабря стало известно, что тестирование на новый штамм выявили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из Южной Африки. Как сообщали ранее в управлении Роспотребнадзора по Якутии, граждан, прибывших из неблагополучных по штамму омикрона и смежных стран, в республике не зарегистрировано. Эпидситуация в республике тем временем остается напряженной. Так, на 14 декабря выявлено 209 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице региона зафиксировано 72 случая. 25 заболевших в Нерюнгринском районе, 23 в Мирнинском, 21 в Валданском. Еще в 17 районах Якутии отмечено от 1 до 9 случаев заражения COVID-19. Тем временем в 2021 году на борьбу с распространением коронавируса было заложено около 772 миллиардов рублей. Об этом заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова. По ее словам, на прошлой неделе показатель заболеваемости составил почти 145% на 100 тысяч населения. Вице-премьер также заявила, что россиянам с положительными ПЦР-тестами и антителами от коронавируса выдадут сертификат переболевшего сроком на год. Те, кто не сдавал ПЦР, но имеет антитела, получат сертификат на полгода. Добычу мамонтовой фауны, которая сегодня лежит в недрах земли, а не на поверхности, хотят легализовать. Данный вопрос сегодня поднимается парламентариями Якутии. По их словам, сегодня останки доисторических животных, которые ранее можно было обнаружить на поверхности земли, закончились. А сейчас многие охотники за бивнями мамонта начали рыть земли, использовать мотопомпы для их добычи, что сегодня не является законным способом. По словам народных депутатов, инициаторов проекта закона, мамонтовую фауну надо отнести к полезным ископаемым, чтобы их добычу путем вспашки земли разрешить, то есть подземную добычу. Ведь сегодня только таким способом можно их обнаружить. Это даст возможность защитить экологию и в случае чего регулировать спорные вопросы. В Якутии испокон веков идет добыча, и законодатель разрешил на данный момент только попутный сбор. А на самом деле недропользователи и предопользователи, лицензиаты, которые начали добывать мамонтовую кость, уже начали осваивать недра. То есть идет подземная добыча мамонтовой кости, при этом законодательно это не отрегулировано. В связи с чем парламентарии предлагают внести изменения в федеральный закон о недрах, чтобы места добычи мамонтовой кости, а именно под землей, были отнесены к недрам местного значения, чтобы лицензировать и наладить в правовом русле этот процесс. Жителей Кобяйского района наградили за участие в тушении лесных пожаров. На территории района летом зафиксировали более 70 возгораний на общей площади 900 тысяч гектаров. Помимо пожарных, техники и авиации, большую самоотверженность проявили простые люди. Не жалея себя, они тоже боролись с огнем, защищая свои поселки. Ульяна Шагина расскажет подробнее. Наградил смелых и беспристрастных кобяйцев председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков, который, к слову, также принимал участие в тушении кобяйских лесов. Он поблагодарил каждого за участие в этом нелегком деле и вручил огнеборцам заслуженные нагрудные знаки, благодарственные письма главы и правительства республики. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить жителей поселка Сангар, жителей Кобяйского района, что не остались в стороне, активно приняли участие в тушении пожара и не допустили перехода огня в населенные пункты. В этом году Кобяйский район горел как никогда. Сангар, Аргас, Кобяй, Ситта, Кальвица. Во всех населенных пунктах шла мобилизация. Люди спасали свои вещи и документы, технику и животных. К сожалению, потерь не избежали. Зафиксировано 45 актов ущерба крупнорогатого скота и 702 тонны грубых кормов, то есть сена. Первые акты, 28 актов крупнорогатого скота, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации уже выделило.
В настоящий момент идет подбор документов, то есть заявления, банковские реквизиты, перечень документов, необходимых для получения компенсации. Кобяйские пожары были одними из самых крупных в Якутии. Уже в мае в районе был объявлен пожароопасный сезон. Лесные пожары переходили в верховье и углублялись в торфяники. В таких местах техника уже не справляется. Так что людские силы были как никогда нужны. За вклад в пожарное дело Государственного комитета по обеспечению. Один из первых добровольцев – сангарец Евгений Персиянцев. Весь пожароопасный сезон он возил людей на пожары. Параллельно помогал лично их тушить. Из-под огня успел вывести группировку пожарных из Тюменской области. Все лето. Без выходных и днем, и ночью. Полностью, пока не потушили все. Полностью это с июня до августа, сентября начало. Сентябрь еще прихватили. Все сангарцы сплотились? Да. У меня есть жена и женщины здесь все создали полевую кухню, мобильные. Продукты собирали, кто что может. У кого техника есть, все использовали. Всего на тушение пожаров в районе привлекли более 600 человек и 151 единицу техники. Лесной пожар почти приблизился к Сангарской нефтебазе, а в селе Ситта лес горел всего в 300 метрах от жилых домов. Особую благодарность я хочу сказать, выразить благодарность хочу сказать нашим трактористам. Вот они 2-3 сутками отработали, когда они обустраивали противопожарные разрывы. Проложили где-то порядка 50 километров, даже еще больше, да, потому что когда ветер разбушевался, вот эти пожарные разрывы, она перебрасывала огонь. И, соответственно, нам приходилось опять делать новые разрывы. Всего сгорело более 900 тысяч кобяйских лесов. Это огромная территория, последствия которой до сих пор устраняются. Но трудностей было бы еще больше, если бы не каждый из добровольцев, которые, рискуя, смогли отстоять у стихии свою природу. Ульяна Шагина, Иван Яковлев, Кобяйский улус, Якутск. Некоммерческие организации Якутии за 2 года получили гранты главы республики на сумму более 160 миллионов рублей. Деньги пошли на реализацию 123 социально ориентированных проектов. В этом году на конкурс подано 424 заявки от 341 организации, что на 40% больше, чем в предыдущем году. Заявки поступили от 29 муниципальных районов и 2 городских округов. По результатам экспертизы поддержку получили 80 проектов на сумму более 101 миллиона рублей. То есть поддержан каждый 5-й проект. Более 200 школ Якутии нуждаются в капитальном ремонте. Из них 58 учебных объектов образования в следующем году будут модернизированы и отремонтированы. Большая работа будет вестись на средства федеральных субсидий. Отметим, что в рамках исполнения президента Российской Федерации Владимира Путина в этом году стартовала программа капитального ремонта образовательных учреждений. Из федерального бюджета на эти цели ежегодно будет выделяться 66 миллионов рублей. В 2022 году по всей стране отремонтируют около 1500 общеобразовательных учреждений. В федеральную программу попасть было сложно. На самом деле во многих субъектах сократили, а наш субъект благодаря работе, проделанной и главой муниципальных образований, и Министерством образования и науки, и, конечно же, при поддержке нашего главы Айсена Сергеевича Николаева, все вошли 100%. И общая стоимость 2 миллиарда 800. Туда входит и приобретение, оснащение школ от 3 до 9 миллионов будет. Это зависит от объема школы, от объема объекта и количества обучающихся. Большие юбилейные даты в эти дни справляют 4 библиотеки Алекминского района. Одна из них – библиотека села 2-й Нерюктяинск, которой исполнилось 75 лет. В свои годы библиотека не стоит на месте, а постоянно развивается, приумножая свой книжный фонд, внедряет новые современные технологии для привлечения интереса и удобства читателей на селе. В нашей библиотеке около 500 читателей. Фонд у нас больше 10 тысяч книг. Книги разнообразные, по всем отраслям знаний. Конечно же, художественная литература. Очень много книг по краеведению, справочная литература. И на якутском, и на русском языке. Очень много интересной литературы.
а завершающим мероприятием декады Дня инвалидов стала квест-игра для уснерских детей с ограниченными возможностями здоровья. Отметим, что на учете в Управлении социальной защиты района стоит 48 детей с ОВЗ, и никто не обделен вниманием. На мероприятии побывали и наши коллеги. Интересную квест-игру с ребятами провели участники детского сектора «Непоседы» Дома культуры «Металлург». Вместе с руководителем сектора Любовью Ивановой они пригласили на поиск сокровищ мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями здоровья. Мы выступаем для детей. Не просто так это. Мы собираемся проводить позитивные конкурсы, веселые конкурсы. Мы хотим развиваться в этом направлении. Мы готовим, не для своей выгоды. Мы готовим для того, чтобы, дети были радостные. Детям тоже нужна радость. Вот это вот. Конкурсы всем, я думаю, понравились. Мы хотим так, чтобы им нравилось, чтобы не скучали и не стояли на месте. Гости с удовольствием отвечали на вопросы викторины, играли, соревновались в выполнении всяких пиратских штучек, брали на абордаж корабль и искали сундук сокровищ. Словом, всем было весело и вкусно, потому что сундук был наполнен разными вкусняшками. Мы получили китос и мороженое. Классное испытание. Как тебя зовут? Меня зовут Царенов Марат. Марат, тебе понравилось? Да, очень. Игры очень веселые. Нам очень понравилось. Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам за то, что приглашают нас на различные мероприятия, подобные игровые, потому что мы редко выходим и так, тем более холодно у нас в Аймяконе. И самое главное, что дети развлекаются, развиваются с такими играми и мероприятиями. И общаются, да, самое главное. Аймяконское управление социальной защиты при содействии некоммерческих организаций постоянно проводит различные мероприятия для своих подопечных. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.